Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Принципы госслужбы, порядок поступления, прохождения и увольнения с нее, права, обязанности, ограничения и запреты госслужащих в парламенте презентовали проект закона о государственной службе. Информация о том, что с 1 марта граждане, имеющие двойное гражданство, смогут пересекать абхазо-российскую границу только с российским загранпаспортом, не соответствует действительности. О работе госпредприятия «Абхазпродэкспорт», его целях, задачах и проблемах в актуальном репортаже программы. Актуальные вопросы, связанные с проблемой в сфере энергетики, а также промежуточные результаты борьбы с незаконной добычей криптовалюты, обсудили вице-президент Бадыр Агунба на расширенном совещании с членами правительства, руководителями силовых ведомств, главами районов и городов. В совещании также приняли участие премьер-министр Александр Анкваб, руководитель администрации президента Абисалом Кварчи. Как доложил генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия, ситуация в энергетике крайне сложная. 5 февраля заканчивается социальный переток электроэнергии с Российской Федерацией, констатировал он. По словам первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, верное отключение электроэнергии – мера вынужденная и зависит от целого спектра причин. Это по-прежнему слабая собираемость за потребляемую электроэнергию, критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище, плановый ремонт 4-го энергоблока на Ростовской АЭС и аварийные отключения генерирующего оборудования на юге России, откуда Абхазия получает дополнительную электроэнергию. В качестве эффективной меры борьбы с низкой собираемостью станут приборы учета электроэнергии. По информации Тимура Джинджолия, в прошлом году по всей территории страны установлено 22 500 счетчиков. В нынешнем году уже заложен бюджет на покупку и установку еще 24 000 приборов. В ходе совещания главы районных администраций, руководители силовых ведомств отчитались о результатах проводимой работы по противодействию незаконной добыче криптовалюты. Так, всего в Абхазии за 2023 год было изъято 3284 майнинговых аппарата. В связи с дефицитом электроэнергии, обусловленным сокращением объемов поставок из Российской Федерации и низким уровнем воды в Джварском водохранилище, на 3 февраля Черноморэнерго ввело новый график отключения электроэнергии по всей республике. Свет будут отключать 2 раза в сутки по 2 часа. Более подробная информация на странице Черноморэнерго в Facebook. В парламенте презентовали проект закона о государственной службе. Законопроект регламентирует систему государственной службы, порядок поступления, прохождения и увольнения, а также права и обязанности госслужащих. Проект закона прошел через правовой комитет и рекомендован к рассмотрению на сессии парламента, которая пройдет 7 февраля. Подробности в репортаже Рады Чачава. Проект закона о государственной службе разработан в целях устранения пробелов в действующем законодательстве республики в области нормативно-правового регулирования Института государственной службы, говорится в пояснительной записке представленного закона. Он основан на современных международных стандартах и принципах организации госслужбы с учетом адаптации к современным реалиям Абхазии, а также интересам укрепления государственных институтов с учетом ожиданий общества. Законопроект представил депутат парламента Эрик Рштуни, который рассказал, что законом устанавливаются правовые, организационные и экономические основы государственной службы в республике. Законопроект рассматривался и в 5-м созыве, и в 6-м созыве, но до логического завершения так и не был доведен. Целесообразность разработки унифицированного проекта закона, который включал бы в себя основные институты государственной службы, в том числе институты государственной гражданской службы, являются очевидными. Представленный законопроект регламентирует систему государственной службы, принципы государственной службы, порядок поступления на государственную службу, ее прохождение и увольнение. Закон устанавливает должности госслужбы, которые включают в себя политические и административные. Как отметил Эрик Рштуни, также важным фактором является введение критериев эффективности для оценки работы госслужащих, формирование единого кадрового резерва и должностного оклада на основании единого классификатора. Особенностью проекта закона также является четкая привязка возможностей должностного роста государственных служащих с эффективностью результатов их деятельности, роста их квалификации и уровня образования, а также исключение зависимости решений вопроса должностного роста государственных служащих от наличия или отсутствия желания их
непосредственных руководителей служб. Также представленный вам законопроект вводит требования об обеспечении беспрерывной работы государственных органов по направлениям их деятельности, имеющим важное значение. В качестве одного из элементов антикоррупционного механизма следует также рассматривать положение законопроекта, предусматривающее обязанности гражданина, поступающего на государственную службу, а также обязанность государственного служащего ежегодно представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Как рассказал юрист Кабмина Лаша Цаава, предложенный закон поможет исключить влияние человеческого фактора при продвижении госслужащего по карьерной лестнице. У нас получается, что вот карьерная лестница, прежде всего, человек должен доказать свою квалификацию, свой уровень знаний. Только тогда можно рассматривать вопрос, значит, его повышения по карьерной лестнице. Это принципиальный вопрос, который здесь заложен. И это закон обойти не получится. Отличительной особенностью данного законопроекта является установление возраста, с которого граждане получают право поступать на государственную службу. Претендовать на работу желающие смогут с 21 года и при соответствии квалификационным требованиям. Предельный срок службы – 60 лет. Однако при необходимости руководитель может ежегодно продлевать работу служащего сроком до 12 месяцев, но не более чем до достижения им 65 лет. Представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц, в свою очередь отметил, что данный законопроект относится к категории наиважнейших для страны. Данный законопроект устанавливает механизм унификации и создания единых подходов к государственной службе в целом. Под едиными подходами подразумеваются как административная работа, классные чины, ответственность, права, обязанности и многое-многое другое, что со своей стороны, на мой взгляд, должно привести к дисциплинированию государственной гражданской службы, к увеличению качества в сторону эффективности и такая существенная ориентация в сторону усиления ответственности в взаимосвязи государственный служащий и гражданин. Анри Барциц подчеркнул, что данный закон поможет привести систему государственной службы в унифицированную строгую форму работы, ориентированную в первую очередь на граждан. Законопроект устанавливает формы и ответы на запросы, поступающие в госструктуры. Механизмы этих ответов. Есть очень интересная вещь, там это содержание, объем содержания этого ответа в случае, если значит, объем и содержание, скажу проще, в случае наличия, условно говоря, там отписки, есть возможность, предусматривается и должна вообще, в принципе, быть предусмотрена возможность доуточнить информацию и запросить ее. Также заведующая отделом законопроектной деятельности парламента Инна Кварча рассказала о предусмотренных в законе ограничениях для поступления на госслужбу. Немаловажным ограничением мы считаем наличие близкого родства, то есть родители, дети, супруги, родные братья и сестры, в тех случаях, если замещение должности государственной службы связано с непосредственной подчиненностью в рамках одной организации, одного государственного органа или прямой подчиненности одного другому. Референт отдела законопроектной деятельности парламента Адица Цикутаня рассказала о том, как будет формироваться кадровый резерв госслужащих и проводиться их аттестация. Единый кадровый резерв государственной службы формируется специальным уполномоченным президентом Республики Абхазия органом, который будет заниматься всеми вопросами данной области. Значит, и включение в единый кадровый резерв производится, значит, в следующих случаях. Ну, во-первых, это по личному заявлению граждан, это в случае первичного поступления на государственную службу. Также это, значит, в случаях, когда, значит, по должностному росту, то есть в пределах должностного роста государственных служащих, а также для замещения вакантных должностей государственной службы в порядке должностного роста, но по результатам аттестации. Проводится аттестация госслужащих один раз в 5 лет. Это такое обязательное условие абсолютно для всех государственных служащих. Также нашим проектом закона предусмотрено
скажем так, внеочередная аттестация государственных служащих. Также в госструктурах республики смогут работать не граждане Абхазии. Эту норму в законопроект внесли из-за нехватки специалистов. Иностранец может получить работу, если на эту же должность не претендует гражданин Абхазии. Однако сотрудников, не имеющих абхазского паспорта, не смогут повышать в должности. Рада Чачава, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. В соцсетях появилась информация о том, что с 1 марта граждане, имеющие двойное гражданство, смогут пересекать абхазо-российскую границу только с российским загранпаспортом. Мы обратились за комментарием в консульский отдел посольства России, где нам сообщили, что изменения на пересечение госграницы касаются лишь детей до 14 лет, не имеющих загранпаспорта. Речь идет об обязательном наличии штампа о гражданстве в свидетельстве о рождении. Действительно, мы последние дни сталкиваемся с тем, что очень много людей обращаются с вопросами в посольство, просят уточнить, прокомментировать, потому что появилась информация, что как-то изменился порядок пропуска через российско-абхазскую границу. Что касается компетенции посольства, могу прокомментировать в отношении детей до 14 лет. В связи с тем, что в прошлом году вступил в силу новый закон о гражданстве, то на данный момент свидетельство о рождении нужно обязательно проставить штамп о гражданстве Российской Федерации. Данную функцию выполняет в том числе и консульский отдел посольства России, поэтому вы можете с нами связаться. Мы всю исчерпывающую информацию о порядке проставления штампа на свидетельство о рождении, повторюсь, это касается детей до 14 лет и в первую очередь тех, у кого нет загранпаспорта. Потому что если у ребенка есть действующий загранпаспорт, он может с этим паспортом и со свидетельством о рождении пересечь границу без каких-либо вопросов. По второму вопросу, который сейчас породил тоже очень много недопонимания, в отношении загранпаспортов. Опять же, скажу, что это исключительная компетенция пограничной службы, и, наверное, будет лучше связаться с органами погранслужбы и уточнить напрямую. Но то, что касается наших функций, можем сказать, что согласно российскому законодательству гражданин Российской Федерации должен пересекать границу с действующим загранпаспортом. И если страна, куда планирует выезд российский гражданин, предполагает пересечение границы по внутреннему паспорту, как, допустим, можно въехать по внутреннему паспорту в Республику Абхазия, то этот документ должен быть действующим, не вызывать никаких вопросов. Поэтому, опять же, можем порекомендовать смотреть за сроками действия документов. И если вы видите, что у вас через полгода, допустим, истекает загранпаспорт, желательно заблаговременно обратиться в консульский отдел с заявлением и оформить документ. Получается, гражданин Абхазии, параллельно гражданин России с внутренним абхазским паспортом сейчас тоже может спокойно пересекать российско-абхазскую границу и возвращаться так же, как обычно. Вы знаете, то, что касается пересечения, я бы не стала на себя брать такую ответственность и говорить. Опять же, повторюсь, что согласно российскому законодательству, это было ранее, это не то, что сейчас появилось какое-то нововведение в законодательстве. Согласно российскому законодательству, те граждане России, у которых имеется гражданство другой страны или даже у кого-то имеется множественное гражданство, они должны пересекать границу только как гражданин России. То есть они должны подтвердить свое гражданство, имея действующий российский паспорт. Ничего нового не поменялось, поэтому, как и прежде, мы просим всех следить за тем, чтобы паспорта были с собой и чтобы они были действующими. Информация о том, что с 1 марта граждане, имеющие двойное гражданство, смогут пересекать абхазо-российскую границу только с российским загранпаспортом, не соответствует действительности, сообщил начальник погранотряда Рустам Латипов. Перечень документов, с которыми можно пересекать границу, определен соглашением от 2009 года и с тех пор не менялся. Для граждан, интересующихся подробностями по данному вопросу, открыт телефон горячей линии 910 59 41. Необходимо отметить, что в соответствии с заключенными международными соглашениями между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, это прежде всего межправительственное соглашение о безвизовых поездках, определен порядок с 2009 года документов, дающих основания для пересечения абхазо-российской государственной границы на установленных пунктах пропуска. В соответствии с этим перечнем, приложенным к соглашению, для граждан Республики Абхазия это внутренний паспорт, общегражданский гражданина Республики Абхазия,
заграничный паспорт гражданина Республики Абхазия, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение паспорт моряка, так называемый, при соответствующей выписке судовой роли судна, свидетельство на возвращение в случае утраты документов на территории Российской Федерации для граждан Республики Абхазия. Значит, также существует для лиц, не достигших 14-летнего возраста, свидетельство о рождении с соответствующей отметкой и штампиком о принадлежности к гражданству Республики Абхазия. Данный перечень документов не изменялся. Также он аналогичен для граждан Российской Федерации в таком же порядке. И при необходимости для пересечения государственной границы одним из перечисленных документов в случае ее действительности, в случае неистечения сроков, предусмотренных законодательством, гражданин Республики Абхазия либо гражданин Российской Федерации может беспрепятственно пересекать государственную границу Республики Абхазия. Имеющие место в социальных сетях разговоры о том, что при наличии двойного гражданства, гражданства Республики Абхазия и гражданства Российской Федерации, ограничений в предоставлении того или иного паспорта, определяющего гражданство для пересечения государственной границы, беспочвенны, не имеют под собой основания. Как я ранее сказал, порядок пересечения определяется межправительственным соглашением в соответствии с перечнем документов, которые я перечислил. Ограничения могут касаться граждан Республики Абхазия, граждан Российской Федерации в случае нахождения на территории Российской Федерации и совершившие преступления уголовного характера, правонарушения административного характера до истечения и решения в судебном порядке вопросов, связанных в том числе и с наложением штрафа. В таких случаях выезд за пределы Российской Федерации, либо выезд за пределы Республики Абхазия для тех, кто совершили такие преступления и в соответствии с законодательством выезд ограничивается. Второй этаж Национальной картинной галереи будет восстановлен в этом году, сообщает пресс-служба Министерства культуры. По поручению премьер-министра Александра Анкваба состоялось выездное совещание в здании Национальной картинной галереи, которая располагается по улице Пушкина, 8. Сейчас специалисты определяют помещения, которые нужно отремонтировать и создать условия для хранения уцелевших картин и тех полотен, которые будут приобретаться в будущем, а также рабочее место для сотрудников галереи. На данном этапе идет подготовка проектно-сметной документации, будет проведена экспертиза. Общественный совет при аппарате уполномоченного по правам ребенка в Абхазии создан приказом руководителя аппарата Мактины Джинджолия. Новая структура будет оказывать консультативную помощь, поддержку инициатив, а также вносить свои предложения по разным аспектам, связанным с вопросами защиты прав детей. Председателем совета назначена член правления Московской абхазской диаспоры Инна Барчан. Предприятие «Абхазпродэкспорт» на протяжении почти 10 лет помогает реализовывать продукцию местных фермеров – мандарины, апельсины, лимоны, хурму, фейхоа, киви и другие виды культур. Сертификацией, таможенным оформлением, логистикой и дальнейшей продажей товара занимаются сотрудники фирмы. Однако работа здесь кипит только в сезон. В другое время предприятие вынуждено простаивать. О том, с какими проблемами сталкивается «Абхазпродэкспорт», в репортаже Гугуцы Вардания. Работа в «Абхазпродэкспорте» в основном кипит в сезон цитрусовых. В начале февраля здесь тихо, но уже совсем скоро ожидается сезон мимозы, рассказывает генеральный директор предприятия Лаша Ардзенба. Местные фермеры охотно привозят сюда свою продукцию – апельсины, хурму, лимоны, фейхоа и другие виды культур. А «Абхазпродэкспорт» помогает успешно реализовывать товар, занимаясь хранением, сертификацией, таможенным оформлением и логистикой. Все сделано для удобства сельхозпроизводителей, которые желали бы привозить сюда еще больше разнообразной продукции. Но пока такой возможности нет.
Есть еще виды продукции, которые они тоже производят и которые мы хранить не можем, они обращаются, но мы не можем организовать здесь полноценную переработку. И, к сожалению, и у них возникают соответствующие проблемы, и у нас возникают соответствующие проблемы, и, к сожалению, вот имеем то, что имеем на сегодняшний день. Вся причина в напольном покрытии, которое практически отсутствует. Вместо него здесь бетон, из-за которого часто поднимается пыль. А хранить в таких условиях нежные плоды голубики, малины или ежевики не получится. Также из-за отсутствия нормального напольного покрытия портится дорогостоящая техника, поэтому ее часто приходится ремонтировать и покупать заново. Страдают и морозильные камеры. У нас портится погрузо-разгрузочная техника. Постоянно каждый сезон выпадает, нам приходится ее покупать. А если мы ее, допустим, не имеем в сезон, то мы не можем полноценно работать. Вот. И мы не можем даже нормально эксплуатировать эту технику погрузо-разгрузочную. То есть она у нас там на сезон хватает, хотя она предназначена там на 5-10 лет. Получается такая ситуация, когда техника выпадает или не может, то приходится ребятам там нанимать еще каких-то работников. Это и процесс как бы замедляет, и тоже дополнительная нагрузка и на коллектив, и на работников, и дополнительные денежные расходы. С министром сельского хозяйства постоянно на связи, он всячески оказывает поддержку, и сейчас он тоже вплотную занят этим вопросом. Я думаю, что какие-то перемены возможны. На предприятии в холодильниках можно хранить одновременно до 2,5 тонн продукции. Однако сейчас здесь практически пусто. Всего здесь 12 морозильных камер, но сейчас продукция хранится только в одной из них, так как предприятие не может работать в полную силу. Абрах халот и шифвыш, абри ремонт ахцот и цимша, как обжизута, обшендага юко, бозарака усолдзо, уика хани ахцаров да запчасвак запшуп и яриш шаги чахцот и цимша, абаса и цимза, как обжизует абри полкур асаба цихола. Предприятие было построено за счет средств инвестпрограммы в 2014 году, однако завершить весь процесс строительства для полноценного функционирования тогда не удалось. В 2015 году объект был введен в эксплуатацию. Некачественный пол, который был не по смете, не по технологии, в 2015 году был покрыт и сдан в эксплуатацию наспех, привело к тому, что сегодня это предприятие не может функционировать на полную мощь именно по тому направлению, по которому предназначено. То есть пол крошится, и в летнее, в зимнее время по нему должны ездить автокары, погрузочно-разгрузочная техника, которая должна от машин доставлять в камеры хранения. И после каждого проезда такой небольшой техники поднимается столб пыли, который влияет на на работу этого предприятия. Засоряется, забивается холодильное оборудование, да и само антисанитарное требование, которое предъявляют нам, скажем, службы, не сохраняется. Невозможно, так как в основном это принятие пищевых продуктов и наличие такой пыли, это невозможно, не дает возможность работать по специфике. Проблема была обозначена и на недавнем отчете министра сельского хозяйства Беслана Джопуа президенту республики. Все эти проблемы были озвучены недавно, когда Минсельхоз отчитывался президенту Республики Абхазия, и сам президент поднял вопрос о том, как функционирует это предприятие. И после того, как были озвучены эти проблемы, он сказал, что эти средства для того, чтобы поменять и привести в соответствие пол или недостающие, скажем, элементы этого предприятия, мы сможем найти средства, но для этого мы должны знать, как функционирует предприятие, будет ли оно функционировать по назначению для того, чтобы скупать у населения сельхозпродукцию, складировать для дальнейшей реализации. То есть государственное предприятие, которое сможет обеспечить именно какую-то часть продукции населения приобретать. Если дадите именно в планах работы такого рода работы, нам дадите понимание, то мы сможем вам помочь. Такой разговор был с президентом. Сейчас мы готовим отчет, готовим
перспективы этого предприятия, и специалисты должны определиться, какую стоимость необходима для того, чтобы привести в соответствие именно половое покрытие этого предприятия. Там немало квадратуры, поэтому, наверное, где-то около, как рассчитывали, вот когда мы прослеживали, когда мы просили строительную организацию, около 7-8 миллионов обойдется по расценкам прошлого года. Посмотрим, что скажут в этом году. По словам генерального директора Абхазпродэкспорта Лаши Арзенба, сюда часто обращаются также производители кисломолочных продуктов. Однако пока хранить такую продукцию невозможно. На предприятии надеются, что совсем скоро им удастся работать в полную мощь. Ведь за несколько лет выросло количество фермеров, которые занимаются выращиванием различных новых для республики культур. Гугу Савардания, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. С полуночи 3 февраля до полуночи 4 февраля будет прекращена подача воды в новом районе, старом поселке по улице Адыгейская, в Нагорной и центральной частях города, в районах Виема и Маяка. Как сообщает водоканал, отключение связано с ремонтными работами. В Доме Москвы в Сухуми прошли мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецкой блокады. Ученики старших классов столичной средней школы номер 14 имени Чехова и Гулрыбской средней школы имени Даура Бегвава возложили цветы к памятнику неизвестному солдату, посетили лекцию и фотовыставку в Доме Москвы. С лекцией о блокадном Ленинграде перед школьниками выступил кандидат исторических наук, доцент и заведующий кафедрой истории России Абхазского госуниверситета Резо Кация. Мероприятие было организовано Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московским домом соотечественника и Домом Москвы в Сухуми. Центр по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском государственном университете объявляет набор учащихся на курсы по подготовке экскурсоводов, гидов, переводчиков и инструкторов горно-пешеходного туризма, а также на курсы по подготовке методистов экскурсионных организаций и на курсы повышения квалификации для действующих экскурсоводов. За справками обращаться в АГУ на биолого-географический факультет или по номерам телефонов 968 3007 925 37 19. При Абхазском государственном университете существует Центр подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела. С 5 февраля начинается набор на следующие курсы по программам. Это курсы подготовки экскурсоводов, курсы подготовки методистов и инструкторов горно-пешеходного туризма. Сроки подачи документов с 5 февраля по 1 марта. И на основании пакета документов, собранного материала, мы будем объявлять курсы по программам экскурсовода, методиста и инструкторов горно-пешеходного туризма с началом обучающего процесса с 1 марта. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 3 и 4 февраля на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, местами возможен дождь со снегом. В горах и предгорных районах снег. Температура воздуха ночью -1, +3, днем +3, +8. Температура моря +10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.